Всем моим подписчикам и зрителям привет, меня зовут Артем, вы находитесь на моем канале о путешествиях. И я решил отправиться в свое такое маленькое путешествие по Чеченской Республике, чтобы больше узнать республику. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Не мотай, поехали! По дороге на озеро мы проезжали мимо города Шали. Решили заглянуть, потому что здесь стоит такая красивая мечеть. Как будто я где-то, знаете, нахожусь в Турции или где-то за границей, потому что там только такие мечети я видел красивые. Сейчас вам покажу. Так вот, сам городок Шали. Здание с часами. А вот сама мечеть. Белая-белая. Вот сейчас солнце светит, погода такая хорошая. Очень красивая. Также здесь находится гигантский отель, который называется Шали Сити. Вот, приятно, чисто, красиво. Люди здесь за порядком следят. А еще меня удивило, что чеченские девушки метут веником, не знаю, как это, вот здесь вот бордюры и так далее. Я такого нигде не видел, то есть соблюдает чистоту, это круто. Едем к озеру и увидели башню, похожую на Ингушскую. Только это новая башня. Ее здесь просто построили, видимо, для красоты. Прежде чем поехать на Кизиной-Ам, конечно же, я в интернете очень много знакомился с информацией, как туда проехать. И очень многие люди мне писали, говорили, что там небезопасная дорога, серпантин, нужно быть осторожнее. Я себе, знаете, представил что-то такое полуразвалина и так далее. Но я очень глубоко ошибался, потому что здесь дорога очень хорошая, очень живописная. Мало того, она безопасная, потому что ограждена. Все очень сделано хорошо. Власти Чеченской Республики здесь очень хорошо постарались для туристов. И вот мы здесь по дороге как раз таки остановились, чтобы полюбоваться видом, который я прямо сейчас вам покажу. Посмотрите, какая красота. Внизу там селение. Река, конечно, должна была протекать, но сейчас лето. Уже все ледники растаяли. И, конечно же, ее нет. Но вид, конечно, потрясает. А вот если чуть-чуть так вот пройти и увидеть вот эту машину. Эта машина стоит с пасеками, куда прилетают вот пчелки и приносят мед. Горный мед. Круто же. Я помню, был в Дагестане, видел похожее. Близко подходить не буду, а то пчелам это не понравится. Классно, конечно. Мне здесь нравится больше, чем в Сочи. Класс. Не обманули меня, все-таки за моей спиной. Посмотрите, какая красота. Здесь очень красиво. И вот я говорил как раз таки про байдарки, греблю. Можете увидеть человека, который вот плывет, занимается спортом. Здесь пока еще природу человек не испортил. Все очень чисто, тоже ухожено. Сейчас еще ближе к озеру спустимся, покажу вам, как оно выглядит вблизи. Не мотай видео. Сверху гор, если на него смотреть, посмотрите, какая красота, как будто я нахожусь где-то в Европе, в Альпах, в Швейцарии. Очень похоже. Добрался наконец-то я до озера, и мы заехали на территорию отеля Кизиной-Ам. Вот позади меня он находится. На его территории абсолютно бесплатный Wi-Fi, так как если у вас будет сеть Билайн, она здесь не ловит. Ловит здесь очень хорошо Мегафон. Имейте это в виду. Очень здесь так приятно, хорошо. Судя по отелю, сделано все здесь на 5 с плюсом. Без всяких преувеличений. На территории даже находится небольшая. Здесь, ну, мечетью это не назовешь, как это сказать? Молельная комната, да. Вот. Слушайте, я не ожидал, правду люди говорили, стоит того. Если вы приезжаете в Ингушетию, либо в Чеченскую Республику, но даже в Дагестан, здесь даже можно увидеть патриотичный клуб Путин.
Я такого еще... Вот это настоящий патриотизм, да, по-другому никак не скажешь. Прям перед тобой стоит. И вот с полицией он приехал. Вдруг у вас не будет автомобиля, вы можете организовать сюда тур-поездку, конечно же, но он будет стоить дороже, остановиться вот в таком вот отеле одноименном, как я уже сказал. На его территории находится, пожалуйста, молельная комната для мусульман. Здесь есть и такси, и различные автобусы. Вот там за автобусами, если пройтись, находится веревочный парк и стоят, вон, видите, домики. Вы сможете их арендовать абсолютно, сделать там шашлык. Ну вот, Ахмад Сила, как говорят здесь в Чечне. Вот чем тут занимаются, видите, разными видами спорта. Водными, конечно же, на воде. Если вы будете в Республике Ингушетия, либо в Чеченской Республике, то обязательно посетите это место, потому что оно действительно красивое. Обманывать я не люблю и не хочу, это правда. За моей спиной находятся шикарные горы. Если посмотреть в сторону, то увидите шикарное бирюзовое озеро. Просто сейчас облака закрыли солнце, как я уже говорил. С другой стороны, опять же, природа, горы. Там находится, знаете, мини-парк, есть веревочный парк для развлечений. Сейчас мы отправляемся к лодкам, которые находятся там у озера, чтобы прокатиться. В этом озере купаться, к сожалению, нельзя. Там у меня есть человек, оператор мой, он может подтвердить это. Не обманываю, там значок будет, купание запрещено. Сейчас подойдем, узнаем. Но правила были созданы для того, чтобы их нарушать, правильно? Купаться не будем, но ноги немножечко помочим. Немножечко. В общем, здесь прям природа. Природу, как говорится, ничем не испортишь, кроме мусора. Об этом я уже говорил и не раз. А в остальном, думаю, нет. Тут развитая инфраструктура, есть где выпить чаю, выпить кофе, что покушать, голодным отсюда вы не уедете. Есть что посмотреть и как провести свой очень интересный досуг. Ну, правда, здесь цены, я так понял, кусаются, потому что, чтобы снять вот такой небольшой домик, час 250 рублей, то есть если мы умножаем сразу на 5-6 часов, это выходит уже приличная сумма. Но это домик, если вы едете в компанию, можно скинуться, в принципе, тогда это будет недорого. А чтобы остановиться в отеле, ну, я думаю, здесь ночь будет стоить от 2500 рублей, ну, я так предполагаю, заранее. И опять же, здесь очень много туристов и из Монголии есть, и со всей Российской Федерации сюда приезжают. Вот. Можно посмотреть вокруг, сколько машин здесь, сколько здесь автобусов различных. Очень много сюда приезжает спортсменов. И не только те, кто занимается водными видами спорта, а просто ребята, борцы и так далее. Горы, дух, Кавказ. Наконец-то выглянуло солнышко, и можно увидеть цвет воды за моей спиной. Ну-ка посмотрю сейчас тоже. Да, красиво, очень чистая вода здесь. Сколько? Да, 250 рублей полчаса, как я уже говорил. Ну да, надо по этой стороне идти, чтобы меня было видно, и озеро Кизиной, ради которого сюда все приезжают. Смотрите, какая чистая вода. Но купаться запрещено. По подтверждению моих слов вот написано No swim. Видите? Знак запрета. А здесь вот люди позади меня садятся на лодки и катаются. Хочу сказать, что многие люди, которые сюда приезжают, говорят, пишут, что зачем ездить в Европу или в другие места, когда у нас есть вот такие красивейшие свои места. Не соглашусь с вами, потому что каждое место индивидуальное, каждое место красиво по-своему. Я, например, такого места не видел в Европе. Я был в Альпах, не видел на Алтае. То есть, я же говорю, все по-своему. Свои горы, своя красота, свои озера. Сейчас будем кататься по озеру Кизиной. Детей здесь экипируют, взрослых тоже. Я тоже сейчас одену жилет. Плавать мы все умеем, но все равно. И на лодке не баловаться. Одевай, одевай. Что ты там потерял? Затянуть тебе надо? Затяни ему. Сейчас, подожди, видишь что? Здесь вот все лодки хранятся. Но мы поедем, конечно, не на байдарке.
А вот на такой вот обычной лодке «Салют», который здесь стоит. Одели жилеты спасательные. Да, сейчас будем И сейчас прокатимся на лодке. Детей надо как-нибудь назад. Ты не сможешь это вести. Вот они, герои. О, сейчас я достану еще зарядники всякие. Сейчас будем снимать все. Решили мы со своими друзьями арендовать лодку. Буду сидеть к вам спиной, но вам буду еще показывать природу. Решили прокатиться на лодке по озеру Зимоям, потому что купаться в нем нельзя, запрещено, я об этом уже сказал. Меня здесь, главное, посадили еще на весла, но картофель здесь наел, надо калории сжигать. Полчаса 250 рублей, час. Ну, прохладно, на самом деле, час кататься можно простыть, поэтому полчаса достаточно. Но это нужно сделать, потому что отсюда будет совершенно другой вид с озера. Это так. Здесь 4 бойца и 2 маленьких среди нас бойца. Дети думают, что здесь кто-то живет. Я им говорю, что здесь живет чеченское чудовище, а не лохнесское, которое сейчас и заберет детей. На самом деле здесь русалки живут. Они девственных мальчиков встречают. Ой, нам мне уже 30 лет и давно. Девственники. Только малыши тут у нас. Вот мы вас сейчас и отдадим. Желающих кататься на этой лодке очень много, оказывается. Мы тут в очереди стояли еще минут 20, наверное. А вот тоже лодки. Я немножко поучаствовал. На весле посидел, теперь вот Макаси на весле. О, все, я пробую. Он решил нас повести со всей скоростью. Научились управлять лодкой. Короче, пофотографироваться съездили и едем обратно. На самом деле, фотографии, да, красивые будут, потому что, ну, с озера есть озеро, с земли есть земли. И вот сейчас будем причаливать. Дети тут так стараются помочь. Во всем участвуют. Команда улицы. Да. На самом деле прохладно стало, потому что видите, какие тучи уже пошли. За моей спиной проходит газовая труба. Вот эта вот желтая линия, это на самом деле труба. Она проходит высоко в горах, у озера. И знаете, что меня поразило? Поражает, что в Ингушетии, даже в самых отдаленных, высоко в горах есть газ. А в России, где местность просто плоская, газа нет. Там, в Краснодарском крае не везде газ проведен. На Алтае не везде газ проведен. В Новосибирской области и так далее. У меня вопрос, почему так? Непонятно. Говорят, что нет возможности. Ну как, вот здесь есть возможность? В горы. Вы только представьте, это сколько силы, труда надо, чтобы провести сюда газ. Даже вот мы ехали здесь по дороге, видели, на высоких горах стоят несколько домиков. Даже к 3 домикам подводит газ. Ну круто же, значит есть возможности. Почти доехали до озера. И вот здесь находится кафешка, вот она. Кунаки, наверное, называется. Там за манухой, я не знаю, написано чай, кофе бесплатно. Но на самом деле к чаю и кофе нужно будет что-то купить. Вот про это кафе я говорил. Национальная кухня Чеченской Республики. Вот по пути можно встретить, называется Кунаки. Здесь вот готовят шашлык. И вот на этом плакате написано чай, кофе бесплатно. Вот мы решили проверить, бесплатно чай, кофе или нет. Ну, конечно, мы что-нибудь еще закажем. Шашлык не будем, из баранины? Нет, из баранины. Я баранину не очень люблю, шашлык. А у вас какой шашлык здесь? У нас баранина, брат. Только баранина пока. А, только баранина. Да, брат. Хорошо, спасибо. Делаешь, скоро все будет. И плов будет, и шаурма. А, шаурма? Нету здесь. Голова горного барана. Вот мне здесь разрешили снять местную кухню. Как называется эта лепешка?
Вот, с творогом. Не выговорю первое слово. Вы услышали? Чепелк со Да, творогом. чепл с творогом. Бывает еще с сыром и с картофелем. Ну, Тыквой тоже. и с тыквой. Да, я помню, у ингушей тоже есть такое блюдо. А тесто как обычное, там... На кефире. Тесто. На кефире, да. Тесто на кефире. Есть травяной чай горный. А вы нам какой чай принесете? Горный. Да, кстати, здесь чай бесплатно. Да. Если вы... Кофе, чай, все бесплатно. Так, смотрите, как раскатывают тесто, закладывают на сковородку. Здесь газ, видимо. Да. Газ. Вот. Потом оно вот так вот жарится. Сливочное масло, да, это у вас? Мгм. Так смазывается все. И получится такая лепешка. Это вы Чем нам... мягче тесто, тем Это нам мягче готовят. чепелк. А, вот, чем мягче тесто, сказали, тем мягче Чепелк. чай. Вот как делают, видите, творог в тесто. Так. Да, самую середину, чтобы разошлась творог по везде. И раскатываем. Вот, даже, видите, нет ничего. Казалось бы, сейчас творог полезет со всех сторон, но нет. Ничего не полезет вот так. И Красота. Вот какой вид здесь на кухне, видите? Горы. это Да, природа, говорят, приятно здесь. Коровки пасутся, барашки. шашлык с барашки. Шашлык с барашки тут тоже, ну вот баранину мало кто Все ест. свежее. Творог здесь. Вся трава. На здоровье Здорово. хорошо всё. Спасибо. Сейчас будем пробовать, сейчас нам доделают и будем пробовать. Скажете. Принесли нам чепалк. Вот. Самый первый, кто здесь схватил. Ждем травяной чай. Вкусно? С горы. Вкусно? Спрашиваю тебя. Да. Очень? Должен съесть, смотрите свой, я столько не знаю. Намного, смотрите, получается раз, два, три, четыре, пять. Ну, мне кажется, мы Я объедимся. поэтому же надо 3-4 минуты. Ну, она для каждого. Вот нам чай несут. Чай горный травяной. Сейчас принесу. Да. Сейчас подвис. Дети говорят, что очень вкусно. Вот. Не обман... Дети это самое главное, не обмануть не Я могут. говорю, когда хорошо скажите, а когда плохо, ничего не говорите. Хорошо. Спасибо. Да, спасибо. плохо его не заткнешь. Девиз такой у нас. Не съедим, с собой заберем. Сливочным маслом, да, смазан? Давайте тоже попробуем, пока тут нам чай несут. Куда можешь не есть. А ты можешь аккуратно? Вообще, самое лучшее, это который тоненький, должен быть тоненький, там засвечивается тесто. Цветочки тут на столе тоже из гор. Марк Плащ, я не знаю. Нет, все очень Там их много. Лошадки, кони, да, на дороге. Жеребята. Жеребята тут тоже. А знаете, что самое удивительное, что бывает вот коровы, бараны, эти кони, лошади. Вот здесь пасутся, травку щипают прямо на окраинах и ничего не боятся. Вот, посмотри. И вот мы вот сейчас будем проезжать как раз. Буквально минут 10 назад видели барана мертвого, который лежал. Видимо, он свалился с горы, я не знаю. Окочуренный такой лежал. Окочурился, вот это именно и есть окаменелый. Да. Вот, смотри, камни. Ужас. Вот камни, видите, как коровки ходят по окраине. Фола, да. И у них же нет мозгов. Они могут... Кто-то кто-то еще ведет, по-моему, сзади. Нет там никого? Нету никого. Да, да, смотри, камни. Есть? По-моему, А, там уже есть гонят, да. такой же. Ну, вот так вот может он просто же сорваться. А вот камни, которые могут на машину на вашу упасть. Вот про этот участок я вам говорил, поэтому будьте осторожнее, здесь нету ограждений, чтобы не уехать в кювет туда вообще, в яму. Уедете Ну, это и... стоит туда поехать. Но на озеро стоит, конечно, поехать. Не если- на день, там, наверное, 2-3 проснулся. Я бы на ночью 5 дней погулял. поехал. Да. Пока мои друзья делились своими эмоциями и впечатлениями от проведенного времени в Чеченской Республике, я смотрел в окно из своего автомобиля и задумался над тем, зачем сталкивают народы Кавказа лбами, кому это выгодно, почему там столько недопонимания. И буквально такое недопонимание было недавно между двумя братскими народами Чеченской Республики и Республики Ингушетии. И вот что я вам хочу сказать. Сколько бы ни пытались рассорить эти народы, как бы они ни хотели этого, эти люди войнахи, и они всегда будут братьями друг другу. И как они говорят, кто не считает ингуша своим братом, не чеченец, а тот, кто не считает чеченца своим братом, не ингуш. И, пожалуй, с этим высказыванием я полностью соглашусь. Так где же находится сердце
Рамзана Ахматовича Кадырова. Да его республика и есть его сердце. Все мы с вами помним 90-е. Столица Чечни была полностью уничтожена и разрушена. Мелкие города, села, поселки. И вы знаете, прошло, я вам так хочу сказать, немного времени после этих событий. Сейчас столица Чеченской Республики процветает, как и вся ее республика. Все очень красиво, развита инфраструктура, все очень чисто, уютно, вкусно, комфортно. И за это нужно, конечно же, сказать спасибо ее президенту Рамзану Ахматовичу Кадырову. Я много где бывал, во многих мусульманских государствах, но я никогда не заходил вовнутрь мечети, потому что иногда я был в шортах, а в шортах неприлично заходить в мечеть. И не было чем закрыть ноги. И вот в Грозном наконец-таки я попал, потому что я не в шортах, нормально одет. И вот так вот все выглядит. Посмотрите, как красиво, какая люстра. Кто-то здесь молится, снимать не буду, кто-то читает Коран вот здесь. Большая мечеть. Очень здорово сделано все. Не только в соборах красиво, в мечетях тоже, оказывается, вон как красиво. Я теперь начинаю жалеть, что я не заходил, не смотрел. Теперь буду знать. Что это за лестница? Кто туда поднимается? Ты же мусульманин, говорит, не знаю. А, там женщины наверху молятся. В Грозном тоже бывают красивые закаты. Вот мне повезло попасть в это время сюда. После заката, конечно же, Грозный выглядит намного красивее и лучше. Все везде подсвечено. Это у нас Грозный Сити. Там отель, мечеть, сердце Чечни. Сейчас мы отправляемся на фонтан, который работает каждую субботу в 21:00. Так закончилось еще одно мое путешествие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. И не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите 1 000 000 причин, чтобы поехать и полететь. Всем добра, до встречи!